У нас еще одна проблема вокруг нашей республики начинает формироваться. Пока благодаря эффективной работе управления зооветеринарии мы ситуацию держим, но срочно нужно алармировать о возможности проникновения на территорию птичьего гриппа. В начале недели в правительстве сообщили, что в республике возможна вспышка птичьего гриппа. Инфекция зафиксирована в соседних регионах Челябинской области и Татарстане. Сейчас в 5-километровой зоне повышенной опасности находится Бакалинский район Башкирии. Первая вспышка гриппа в России была описана в 60-е годы прошлого века. С 1992 года страна благополучно переносила эту болезнь, а с 2005-го эпизоотическая обстановка значительно ухудшилась. Мы узнали, насколько опасна инфекция для человека у ученых. На сегодняшний день Россельхознадзор дает официальную статистику о том, что у нас на территории России зафиксировано 72 неблагополучных пункта по гриппу птиц. Причем зафиксированы неблагополучные пункты как в дикой природе, то есть в диких водоплавающих птицах, так на крупных закрытых птицефабриках и в том числе у домашних птиц. Вирус птичьего гриппа зоонозный, а это означает, что заболеть может и человек. Поэтому Минсельхоз Башкирии поручил как личным хозяйствам, так и крупным производителям перевести всю домашнюю птицу в безвыгульный режим и в краткие сроки начать ее забой, не дожидаясь холодов. Грипп птиц относится к особо опасной инфекции, потому что имеет тенденцию к очень быстрому и большому распространению. То есть возникают эпизоотии и возникают панзоотии при гриппе птиц. Далее, грипп птиц – это социально значимая инфекция, потому что наносится большой экономический ущерб птицеводству, так как при ликвидации гриппа птиц будет использоваться стратегия stamping-out, то есть полная ликвидация заболевшего поголовья, а также поголовья, которое контактировало с больной птицей. На сегодняшний день это такая стратегия ликвидации заболеваний. Башкирия долгие годы благополучно переносила вспышки птичьего гриппа. Однако кандидат биологических наук все же рекомендует соблюдать правила личной гигиены и санитарии, покупать продукцию в проверенных местах, где она проходила ветсанэкспертизу, варить яйца не менее 10 минут, а мясо птицы готовить при 70 градусах Цельсия. При этой температуре вирус погибает. Кто содержит птицу, значит, наблюдать за ней, ежедневно наблюдать. А когда вы ухаживаете за птицей, то есть максимально тоже себя обезопасить, не кушать, не курить во время уборки птицы, соблюдать гигиену в курятниках. По возможности нужно производить дезинфекцию курятников, мониторить ситуацию, постоянно насчет этого мониторить ситуацию, потому что если в прошлом году у нас в России наблюдалось только 5 неблагополучных пунктов по гриппу птиц, то на сегодняшний день уже их 72. В период с 2013 по 2018 год птичий грипп забрал 615 жизней из 1568 человек, которые заболели в 3 странах. На время вспышки вируса Всемирная организация здравоохранения рекомендует не посещать птицеводческие хозяйства, не контактировать с животными на рынках живой птицы, не заходить в места, где может производиться забой, а также не контактировать с какими-либо поверхностями, которые выглядят загрязненными пометом домашних, диких птиц и других животных. Эльнара Хасанова, Анастасия Никишина, телеканал ЮТВ.